Мира и здоровья вам! Все-таки я сделаю этот свой цикл передач по взаимоотношению, исторических, конечно, по взаимоотношению адыгов с Россией, от Российской империи и более последующий там советский период затронем, с Османской империей, с другими вот народными и этносами, которые нас вот окружают. Обязательно по нардскому эпосу, там будет тоже цикл. По лошадям, конечно же. Про лошадей я не забыл. По лошадям была определенная ситуация, и эта ситуация сейчас, как говорится, перешла на другое место работы. Соответственно, сейчас все активизируется по лошадям. И я вот пока летом немножко отдыхал, я понял, что перед тем, как вот это все вам показать, все эти видео, обязательно надо разобраться, проанализировать с фальсификацией истории, да? Вот дело в том, что у нас в Карачаево-Черкесской республике, частично в Кабардино-Балкарской республике, в Северно-Южных Осетиях на государственном, на республиканских уровнях, да, идет вот трансляция, именно фальсификация лжи. Вот как вам объяснить? Вот в учебных заведениях, на государственных телеканалах люди, которые занимают государственные посты, да, должности, они распространяют вот именно фальсифицированную историю. А это уже антигосударственная деятельность. И сегодня я как раз этот вопрос буду разбирать. Хочу вам прежде всего показать документы, кто я, что я, а то обо мне мало ли что там кто-то что-то говорит. Я хочу, чтобы люди сами увидели. Во-первых, я военнослужащий полковник запаса. Вот мое удостоверение. Далее, что касается моего образования, да, диплом выдан мне в 2002 году, окончил я очно. Все, что я учился, я окончил очно. Квалификация. Специалист в области управления по специальности командно-штабная, оперативно-тактическая, гражданской защиты. Да, и покажу, вот, не буду зачитывать, а вы сами можете посмотреть, какие дисциплины я там проходил. Кроме того, окончил я вот очно диплом магистра по направлению история. Кроме того, окончил я аспирантуру по направлению подготовки исторической науки и археологии. Кроме того, я вот являюсь ветераном боевых действий. Посмотрите тоже вот, мало ли кто что будет говорить про меня, эта информация, возможно, пригодится. Почему я показываю эти документы? Чтобы, я говорю, люди знали, кто я и что я, потому что то, что я дальше буду говорить, наверняка услышат люди, которые до этого меня, может быть, и не знали. А им, может быть, опять же, их окружение донесет, что я какой-нибудь сепаратист или кто я там, не знаю. И теперь хочу перейти уже к теме. Я хочу вам показать очень важный документ. Это вот 8 мая текущего года президент Российской Федерации Путин подписал указ номер 314 об утверждении государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения. Вот приведу вам несколько выдержек. Историческое просвещение – это регулируемая государством деятельность по распространению в обществе достоверных, обращаю ваше внимание, достоверных и научно обоснованных исторических знаний в целях формирования научного понимания прошлого и настоящего России. В условиях роста международной напряженности и кризиса национальной идентичности, в основе которой лежат уничтожение исторической памяти, реабилитация и воскрешение, внимание, неоколониализма, и неоимпериализма и неонацизма, российское общество и государство сталкиваются с целым рядом явлений, несущих в себе риски и угрозы, к числу которых относятся, вот зачитаю один из пунктов,
попытки деформации исторической памяти и искажения исторической правды, негативные оценки событий и периодов отечественной истории, распространение ложных представлений о России. Далее. Основными принципами государственной политики в области исторического просвещения являются, вот приведу один из пунктов, да, создание исторического единства народов Российской Федерации при сохранении ценности истории и культуры каждого ее народа. Задачами, связанными с развитием научной базы исторического просвещения, является, вот один из пунктов задач, да, создание условий для изучения отечественной истории в государственных и негосударственных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на основе научных достижений при обеспечении защиты исторической правды и противодействия фальсификации истории. Далее, задачами, связанными с повышением исторической грамотности граждан Российской Федерации, иностранных граждан, проживающих либо пребывающих на территории Российской Федерации, и соотечественников, проживающих за рубежом, являются, вот один из пунктов, создание единой методологии преподавания истории, начиная с дошкольного образовательных организаций и заканчивая образовательными организациями высшего образования. Вот тут же еще один пункт. Создание единой государственной линейки школьных учебников по истории России, всеобщей истории, в том числе, вот внимание, по истории родного края для каждого субъекта Российской Федерации. Конец цитаты. Вот я рекомендую вот всем заинтересованным лицам ознакомиться полностью вот с этим указом президента номер 314 от текущего года, это 8 мая. Этот документ, это именно документ, обязывает нас, всех граждан, не фальсифицировать историю. Это я очень коротко. И как это все будет происходить, там все указано. Да? Почему я поднимаю эту тему? Потому что именно, вот, начнем вот с Карачаево-Черкесской республики. Дело в том, что на республиканском уровне в Карачаево-Черкесской республике идет фальсификация истории карачаевцев, по крайней мере точно, и адыгов. Ущемление идет исторической памяти адыгов. И это происходит и на телевидении Карачаево-Черкесии, и в учебных заведениях, и в высшем учебном заведении, вот, Карачаево-Черкесском государственном университете. В прошлом году я уже как-то обращался к Рашиду Тимрезову. Там в одной из работ Байрамукова антинаучно оскорблялись именно адыги, назывались детьми собак, абазин называли глупыми и так далее. Вот по поручению Тимрезова была создана комиссия в КЧГУ. Вот посмотрите, что эта комиссия там приняла какие-то решения, да? Но дело в том, что вот с тех пор никакого круглого стола не проведено, программа не исправлена. В Карачаево-Черкесском государственном университете продолжается публикация именно фальсифицированной истории. Обучение идет по фальсифицированной истории. То есть, вот по поручению главы республики была создана комиссия, а эти пункты не выполнены. И нет контроля со стороны главы, кстати, нет контроля, что и порождает продолжение этой фальсификации. Вот, дело в том, что уже и сам Рашид Тимрезов тоже говорит, фальсифицированную историю преподносит как настоящую. Да, именно сам глава. Вот посмотрите вот это видео. Посвященный Дню Возрождения карачаевского народа конный переход по сложному, но удивительно красивому горному маршруту завершился в ауле Учкулан красочным, многолюдным, торжественным мероприятием. На сцене были отмечены достижения тех, кто участвовал в преодолении маршрута. Является восходителем на Эльбрус. Также у этого жеребца еще
молодости очень много достижений. Все поаплодируем этому жеребцу и ему хозяину. Здесь же прошла выставка лошадей карачаевской породы, победитель которой должен был получить главный приз от главы республики Рашида Тимрезова. С мая 1957 года начался путь возрождения карачаевского народа, его интеграции в экономику, социальную жизнь своей малой родины. Животноводство и в частности коневодство является одним из традиционных народных промыслов жителей нашей республики. При активном содействии кафедры коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии и лично вашей, Владимир Александрович, за что я вас хочу поблагодарить, в результате многолетнего труда конезаводчиков, профессионализма и любителей коневодства Карачаево-Черкесская республика стала одним из лидирующих регионов России в этой отрасли. По словам главы региона, благодаря федеральным проектам фермеры и конезаводчики получают субсидии и гранты на поддержку хозяйственной деятельности. Кроме того, в Карачаево-Черкесии работают конные школы, на базе которых организованы реабилитационные курсы для особенных деток, а также проходят соревнования по различным дисциплинам. О важности сохранения самобытной культуры и продолжения селекционной работы конезаводчиков говорил и гость республики, заведующий кафедрой коневодства Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Владимир Демин. Я рад вновь находиться на этой прекрасной земле, где живут и трудятся красивые, добрые, трудолюбивые люди. Сегодня мы чествуем участников конного пробега, который был совершен на лошадях карачаевской породы. И очень отрадно, что старт этому переходу был дан в Карачаевском конном заводе, то есть в том месте, где возрождалась карачаевская порода лошадей. Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджиберди вручил Владимиру Демину орден Координационного центра мусульман Северного Кавказа первой степени за заслуги перед уммой. Такую же награду получил депутат регионального парламента Хасан Хубиев, принимавший участие в конном переходе. В рамках мероприятия по результатам испытаний определены лучшие жеребцы, которые теперь будут задействованы в популяризации и улучшении данной породы. А главный приз главы Карачаево-Черкесии автомобиль достался жеребцу Исхал, владельцем которого является Алик Бархозов из Карачаевского района. Артур Мце, Зумрат Гербекова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Я, например, не знаю, возможно, что Тимрезову кто-то предоставил эту информацию, да? Но ведь Тимрезов поверил этой информации, зачем он награждает там победителя карачаевской породы, несуществующая мифическая карачаевская порода лошадей. Уже глава республики приходит на мероприятие, мероприятие посвящено реабилитации карачаевского района. Здесь вопросов нет, но на мероприятии проводились скачки якобы какой-то мифической карачаевской породы лошадей. Рашид Борисович, вы знаете вообще об этой породе или просто кто-то вам это так преподнес? Это очень важный момент. Мы сейчас стараемся определить, это вы, в том числе вы, я, кто-то еще, кто заинтересован. А кто у нас заинтересован в безопасности государства? Мне вам объяснять не надо. Да? У нас есть целые структуры, которые заинтересованы в безопасности нашего государства. И мы сейчас выясняем, кто является директором этого заповедника лжи. И поэтому я спрашиваю просто, вы поверили кому-то, да, на слово, я так понимаю. Но дело в том, что не существует. То, что вы называете этой карачаевской породой, это есть адгаш, кабардинская порода, черкесская лошадь. И это вы, вольно или невольно, ущемляете историческую память адыгов. Это бренд адыгского народа, который сейчас в вашей республике и на телевидении, и на таких мероприятиях, где присутствуют, участвуют официальные лица, преподносится как якобы некой карачаевской породы. Вы должны это четко понимать, что это есть фальсификация истории, это антигосударственная деятельность. Читайте, пожалуйста, этот указ президента, номер 314. Исторически, я очень коротко, карачаевцев на начало 19 века было около 8 тысяч человек. Адыгов было около 1,5 миллиона человек.
как карачаевская какая-то мифическая порода могла перейти к адыгам. Это если очень коротко, как говорится, прям вот какое влияние вообще могло оказать там 8 тысяч человек на 1,5 миллиона. Вот, ну, любой здравомыслящий человек это все понимает. Зачем затаскивать лошадь на Эльбрус? Почему только сейчас? Вот раньше ж карачаевцы не таскали ничего там на Эльбрус, вообще ничего не таскали и никого. А сейчас лошадь. Почему только лошадь? А почему овцу не понесли? Форель, кстати, карачаевская форель вот недавно там появилась. Да? Почему форель на Эльбрус не потащили? Ну, если вы мне вдруг скажете, что форель таскать или пчел, например, да, пчел на Эльбрус это как бы не совсем норма, да, то я вам сразу скажу, лошадь на Эльбрусе это тоже идиотизм. Такой же идиотизм, как таскать туда форель. И вы присутствуете на подобных мероприятиях, где это озвучивается, что какой-то там жеребец, он был на Эльбрусе и все такое. Вот здесь я считаю, что надо поработать, кто это все вот распространяет, вот эту фальсификацию истории. Я считаю, надо разобраться, кто, ну для чего, тоже понятно, для меня, по крайней мере. Вот кто, через что, через кого, вот эти вопросы, конечно, надо выяснить. И далее вот Темрезов, глава Карачаево-Черкесской республики, благодарит гражданина Демина. Гражданин Демин, ну давайте вот послушаем видео, потом я расскажу. После депортации карачаевского народа люди то были депортированы, а животные, в том числе лошади, остались. И все лошади были записаны как кабардинские. И это продолжалось до начала 80-х годов. Хотя после того, как люди вернулись в Карачаево-Черкесии, то они опять начали возрождать вот эту свою породу. Ну, даже, может быть, не возрождать, потому что она была, эта порода. Просто начали пытаться эту породу совершенствовать, и вот в начале 80-х годов эта порода была признана воссозданной. Еще в первом томе ГПК уже было сказано о том, что карачаевская порода лошадей существует. И вот именно если до этого в литературе практически мы не могли найти того, что карачаевская порода существует, то вот начиная с 1935 года, с первого тома, вот как раз он у меня в руках, первый том племенной книги горских лошадей, здесь как раз сказано о том, что с 1935 года эта порода уже существует, так же, как и кабардинская. Если до этого в литературе практически мы не могли найти того, что карачаевская порода существует, то вот начиная с 1935 года, с первого тома, вот как раз он у меня в руках, первый том племенной книги горских лошадей, здесь как раз сказано о том, что с 1935 года эта порода уже существует. Дело в том, что вот Рашид Борисович Демин нагло, откровенно и лжет намеренно. Вот как еще высказаться? Он лжет намеренно. То, что касается там первого тома, что якобы там указана вот эта мифическая порода. Давайте я вам зачитаю выдержку из первого тома ГПК. Вот первый том Государственной племенной книги горских лошадей, вот написано. Северный Кавказ, несмотря на затруднительные условия существования коневодства, все же сохранил группу ценных лошадей. Кабардинскую породу, внимание, и близко к ней примыкающие отродья карачаевских и балкарских лошадей. Резко выраженных отличий между кабардинской и карачаевской лошадью нет. Встречается много животных переходных форм. Поэтому считать карачаевскую лошадь самостоятельной породой нет оснований. Конец цитаты. Прямо написано, что такой породы не может быть. А гражданин Демин говорит, что там указано, что там вот якобы указана порода. Это антигосударственная деятельность. Вот если рассматривать в рамках указа президента номер 314, я считаю, что и с гражданином Деминым тоже надо, соответствующим нашим структурам тоже надо поговорить, выяснить, для чего он это делает, почему он распространяет вот эту фальсификацию истории, с какой целью.
цели бывают разные, да, вот я бы очень хотел, чтобы с ним об этом тоже поговорили. Либо пусть он публично скажет, с какой целью он лжет. То, что он лжет, это факт, а вот с какой целью гражданин Демин лжет. Хотелось бы услышать от него публично какие-то объяснения. Я хочу вам показать, вот, посмотрите, какие породы разводили на Карачаевском конном заводе в 1935 году. Вот сведения, взятые из государственной племенной книги государственных конных заводов, это из личной библиотеки известного такого же, как и Демин, урусов. Вот посмотрите, завод Карачаевский, чистокровно английских разводит, донская, англо-донская порода, полукровно-английская, верховая и, внимание, кабардинская порода на Карачаевском заводе в 1935 году. Никакой мифической карачаевской породы лошадей на Карачаевском заводе не было. Не было никогда. Ни до 1935 года, ни после 1935 года. А гражданин Демин нам что-то там фальсифицирует, гражданин Демин, историю, да? И муфтий Карачаево-Черкесской республики награждает Демина. Вот награждает его за то, что он там вот антигосударственную деятельность ведет, за это, да, или за то, что. Ну, я призываю просто разобраться, научно разобраться с этим вопросом и уже отнестись к этому более серьезно. В том числе и гражданину Демину, и к его награждению. Грамота, я помню, как-то правительство наградило в прошлом году. Вот мы же сейчас ищем директора заповедника лжи. Кто этот директор? Рашид Бориспич, надо разобраться, кто директор вашей республики по фальсификации истории. Заповедника, директор заповедника по фальсификации истории. Это антигосударственная деятельность. Еще раз просто напоминаю, я периодически это буду делать. Да? Далее, в Карачаево-Черкесском государственном университете есть кафедра истории, да, история России. Зав кафедры это Бегиулов. И вот это, именно вот эта кафедра также причастна именно к фальсификации истории. Вот посмотрите, про вымышленный поход там Джадай Байрамукова на Нальчик в 1922 году, про мифического Хайсу Хачирова, никогда не существовавшего вот, и не зашедшего на Эльбрус, несуществующую мифическую карачаевскую породу лошадей и так далее. Этногенез карачаевского этноса подается абсолютно ложно. И вот есть еще там, ну, то, что я называю, это научно-исследовательский, Карачаевский научно-исследовательский гараж. Это группа лиц, которая зарегистрировалась типа как ОАО, назвала себя вот таким образом, научно-исследовательским институтом, и генерируют, во-первых, они фальсифицируют как? Они ложно дают историю карачаевцев. Второй важный момент. Они всячески ущемляют адыгов исторической памяти. Это для чего делается? Я, например, как человек военный, понимаю, для чего вообще идет расчеловечивание определенных этносов. Да? Это подготовка к конфликту. Почему официальные вот, государственные структуры в Карачаево-Черкесии не борются с вот этим антигосударственной деятельностью? То есть кто-то в Карачаево-Черкесии хочет чего? Чтобы был конфликт между адыгами и карачаевцами? Или между адыгами и Российской Федерацией? Чтобы был конфликт между адыгами и Российской Федерацией, и карачаевцы получат земли адыгов. Это вопрос. Ну, я, например, считаю, что так. Эта деятельность ведется с основной целью именно вот такой. Да? Может быть, я ошибаюсь. Надо разобраться с этим. Но у меня полномочий нет. Дайте мне полномочия, я могу, я все смогу, если будут полномочия. 27 августа 2024 года, вот посмотрите, секретарь Совета Безопасности Шойгу провел выездное совещание в Нальчике. Вот, зачитаю вот текст с официального сайта полпредства СКФО.
На совещании обсудили дополнительные меры по недопущению радикализации населения. При этом подчеркнута актуальность данного вопроса в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения радикальной религиозной идеологии, идей сепаратизма и экстремизма. Обозначены риски развития внутренних угроз в связи с наращиванием негативного информационно-психологического воздействия на население посредством информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены причины и условия, способствующие распространению радикальных идей и настроений, особенно в молодежной среде. Особое внимание обращено на необходимость усиления воспитательной работы с подрастающим поколением в духе патриотизма и приверженности российской государственности. Проанализированы актуальные аспекты деятельности государственных органов власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества по противодействию фальсификации отечественной истории, пропаганде ксенофобии и неонацизма, защите традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей. Выделены основные проблемы в данной сфере, выработаны предложения по их решению, а также дополнительные меры по совершенствованию совместной деятельности и недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе и стране в целом. Также указано на необходимость наращивания усилий по созданию условий для развития человеческого капитала, выстраиванию социально ориентированной экономики, стимулированию трудовой занятости и росту благосостояния. Конец цитаты. Я очень надеюсь, что это не ППР, ну, кто знает, тот понял, что я сказал, что это не ППР, а все-таки все эти запланированные мероприятия реализуются. Это жизненно необходимые вещи, так скажем. То есть ни в коем случае нельзя нам допустить межнациональных и межконфессиональных столкновений. Ну, я резко против таких столкновений. Да? Вообще, почему я начал свою деятельность вот здесь вот на своем канале, именно из-за этого. Соответственно, целое поколение выросло в Карачаево-Черкесской республике. Кстати, вот плавно перейдем и в Осетии. Тоже в Осетии уже, наверное, поколений 3, 2-3 точно, на фальсифицированной истории выросли. Вот как можно этот вопрос сейчас вот решать, да? Кто понесет за это ответственность? Это, конечно, да, такой момент. Самое главное, какой план действий по предотвращению фальсификации истории, да? Очень хотелось бы тоже узнать, увидеть, реально увидеть предотвращение фальсификации истории. Больше, чтобы этого не было в смысле. Как это будет проходить? Если что, я готов, кстати, помочь. Вот, если уже переходить к Осетии, там идет фальсификация в плане перетаскивания культуры, адыгской культуры, якобы осетинская подается, часть истории фальсифицируется, опять же, уже доходит до того, что якобы это адыги побили, так сказать, осетин в свое время. Это такие тоже уже начинают появляться. То есть, опять же, создается некая ненависть именно к этносу. Вот именно в Осетии там чуть-чуть как бы больше культурный как бы идет, культурное воровство, как я его называю, да, фальсификация. В Карачаево-Черкесии историческое и культурное идет воровство, фальсификация. И очень тонко подается, что там, оказывается, в Карачаево-Черкесии враги это кабардинцы. Адыги, они нормальные, а кабардинцы это не адыги. Они там совершенно все плохие. Для чего это делать, тоже понятно. Я уже это объяснял. Да? Давайте это цивилизованно и научно как-то решать этот вопрос. Да? Тем более в рамках указа президента. То есть это обязанность. Вот должностные лица обязаны этот вопрос решать. Я могу помочь со своей стороны, никаких проблем. Да? В нашей республике, в Кабардино-Балкарской, идет, опять же, фальсификация истории балкарцев. Но она идет вот в Минкульте, например. Подают, что нардский эпос балкарский, он самый супер-пупер. 2 раза или 3 раза уже провели выставки. И ни одной выставки
адыгского нацкого эпоса, от которого, в принципе, весь эпос и пошел. Никто, как раньше говорил Черномырдин, нигде не чешется. Почему? То есть именно антигосударственная направленность, исходя из указа президента номер 314, и нет никакой реакции. Я готов помочь, еще раз говорю, провести все в цивилизованном научном русле. Решительно против, я лично против какой-то конфронтации, столкновений и так далее. Потому что обо мне сейчас тоже будут говорить, что я якобы призываю там, к чему-то, к дестабилизации и так далее. Ни в коем случае. Сейчас, на данном этапе, возможно это все, еще возможно решить научным путем. Давайте это сделаем. Я готов предоставить материалы, готов участвовать сам, готов в полемике участвовать, научной, опять же, показывать доказательства и так далее. Но это надо сделать. Просто если мы сейчас заповедник лжи не закроем, последствия окажутся неприятными для всех, абсолютно для всех. Считаю, что нельзя просто от этого уже куда-то отвернуться, на потом перенести и так далее. Давайте это сделаем по возможности быстрее, как можно быстрее все-таки. Дело в том, что любой, во-первых, замалчивание проблемы обязательно вакуум заполняет недоброжелатель, любой недоброжелатель. Да? Второе, фальсификация, уже не вакуум, а фальсификация, она подталкивает к противостоянию, давайте так выражусь так вот. Нам этого не нужно. Я еще раз просто обращаюсь. Дело в том, что именно руководители наших территориальных органов имеют полномочия, да, вот создавать подобные комиссии. Поэтому я обращаюсь с просьбой к вам. Создайте подобное что-то, конференцию, круглый стол, комиссия, как это угодно назовите, но чтобы вопрос решился, чтобы проблем у нас не было. Всего вам доброго.